Ассаламу алейкум warahmatullah всем. Выпуск второй «Дизайн утра». Я решил, что каждую среду утром у нас будет выпуск по «Дизайн утру». Примерно ориентируйтесь на это время, то есть по московскому времени получается 8 утра. Но, возможно, я буду чуть сдвигать на полчаса раньше, на следующей неделе. Опять же, формат такой свободный, может быть что угодно, обсуждение чего угодно. Не буду какие-то сложные вещи, углубляться в какие-то сложные вещи. Там, я думаю, такой формат должен быть легкий, поэтому сегодня хочу поговорить о работе в крупном международном агентстве, какие плюсы и минусы есть. Я вот проработал уже больше 7 лет, наверное, в агентствах здесь, в Дубае. Не больше 7, больше 6 лет. Вот. И есть какие-то плюсы, какие-то минусы, которые накопились, про которые хотелось бы рассказать. Если вдруг кому-то будет интересно, может, кто-то хочет выйти на работу, кто-то ищет работу, и я думаю, это будет полезно знать. Первый плюс, я начну с плюсов. Первый плюс в работы в международном агентстве – это быстрый рост в навыках, как UX, UI, навыки коммуникации, презентации, навыки ресерча, так называемый бенчмаркинг, где сравниваются различные подходы различных компаний, и на этой основе тоже, как бы часть исследования. Организации проектов с большим количеством участников. То есть вот такие навыки, они быстро растут, улучшаются в международных агентствах, потому что все быстро происходит, процессы, они происходят быстро, и нужно бывает быстро адаптироваться. И я думаю, это самый лучший способ быстро прокачаться во всех нужных навыках, потому что тебя, по сути, кидают в эту, кидают в воду, и тебе нужно научиться плавать, и даже если ты не умеешь. Естественно, зависит еще от того, на каком уровне ты находишься. Если это junior, начинающий, то тебе там задачи бывают у тебя намного легче, какие-то более рутинные даже. Но даже тот же junior, он смотрит, как работают коллеги, и быстро схватывает. Затем второй плюс – это возможность поработать с топовыми клиентами, и количество этих клиентов может быть большим. То есть, соответственно, оттуда можно и познакомиться с ключевыми фигурами для возможного в будущем сотрудничества. То есть это полезный нетворкинг, который получаешь от частой смены проектов и возможности коммуницировать с этими клиентами. Затем следующий плюс – это из-за того, что частое общение происходит, улучшается понимание внутренней кухни большинства крупных компаний, клиентов. То есть уже не только процессы внутри своей студии, но и процессы у разных клиентов, и у разных клиентов внутренние процессы бывают разными, и возможность как-то наблюдать за этим, мне кажется, это очень полезно для своего роста. Затем новые проекты, они не дают заскучать,
То есть вместо того, чтобы работать над одним проектом в течение долгих лет, в принципе, в агентстве тебе дают часто, ну, зависит от агентства, зависит от клиентов и так далее. Это может быть очень часто, это может быть раз в год или раз в полгода тебе попадается новый проект. И опять же, зависит от того, какие у вас предпочтения, но мне обычно нравится что-то новое начинать. Иногда начинаешь скучать на длинных, долгих проектах, особенно если какая-то нудная стадия возникает. Но вот с этим связаны еще и минусы есть насчет новых проектов, но это я упомяну, когда буду говорить о минусах. Затем из плюсов это зачастую у этих студий в большинстве случаев бывает хорошая стабильность в плане зарплаты и в плане дополнительных бонусов. То есть они следят за своими сотрудниками, они не просто так даже дают зарплату, а какие-то бонусы бывают, которые мотивируют и которые также позволяют, грубо говоря, даже если это связано с медициной, какая-то медицинская поддержка. И, ну, зависит от страны, опять же. Здесь в Дубае обычно помимо зарплаты бывает и как медицинская поддержка, то есть в случае, если любая болезнь будет, которая связана именно с болезнью, а не с хотелками и так далее, то бесплатная медицина. И это бывает, в принципе, на уровне очень хорошем. Ну, зависит от учреждения, но это тоже большой плюс. Затем, в принципе, можно уже про минусы поговорить. Минусы, в первую очередь, это не в первую очередь, но да, первый минус – это не всегда получается использовать все свои навыки на 100%. Из-за решений менеджменту по назначению ресурсов на тот или иной проект. То есть иногда попадаешь на тот проект, где у тебя позиция сделать какую-то определенную задачу, ты какой-то болтик или гаечка там в огромном проекте, и от тебя только требуется крутить этот болт или как-то. То есть какая-то маленькая задача. И иногда это немного бывает, ощущение бывает того, что ты используешь, может, 20% своих возможностей, и хочется как-то выложиться, хочется все, что ты умеешь делать, а это не получается. Еще зависит от того, в какой позиции ты находишься. Если ты на уровне менеджмента, то ты можешь сам как-то назначать ресурсы, но если ты подчиняешься менеджменту, получается, порой ты себя ограничиваешь и тормозишь в применении своих навыков. Затем самый важный момент – это нужно быть всегда начеку в вопросах халяльности работы, потому что в агентстве частые заказы и, соответственно, большая вероятность того, что тебе попадется какой-нибудь проект харамной направленности. И этот момент нужно заранее обсуждать перед тем, как выйти на работу. Желательно это упомянуть перед тем, как подписать контракт, чтобы в случае чего не было никаких претензий. То есть сказать, что есть определенные темы, которые я не могу в этих темах я не могу работать по религиозным причинам, даже можно сказать. Опять же, обычно они это понимают, никаких вопросов, никаких проблем не бывает. Вот, поэтому
нужно вот это заранее учесть. И также нужно учитывать то, какого типа клиенты у этой студии, потому что по портфолио или там по каким-то постам можно понять, какого типа клиенты у них есть. И если большинство клиентов, они не предлагают какие-то халяльные проекты, то лучше вообще сторониться, мне кажется, потому что очень тяжело будет избегать. То есть если тебя не назначают на этот проект, то некого будет, возможно, назначить, потому что все заняты, и, допустим, то, что тебе предлагается из выбора, там может быть один-два проекта, и оба этих проекта могут быть не халяльными. Поэтому вот это нужно учитывать. Затем следующий минус – это часто могут блокировать рост внутри компании из-за отсутствия политических навыков и умения наладить отношения с нужными людьми. И также это может быть связано с теми же религиозными принципами, которые озвучены то есть до подписания контракта, но они также, эта разница в принципах, она может проявляться в работе, и из-за этого рост внутри компании может быть минимальным или вообще отсутствовать. Зависит, опять же, от компании, от людей, с которыми, особенно в менеджменте, с которыми это происходит, обсуждение, но порой такое бывает, и это тоже нужно учитывать, что, возможно, то есть бывает группа людей, которые в первую очередь стремятся к тому, чтобы их повысили, как только их берут в компанию, и сразу начинают искать пути к тому, чтобы стать близкими к тем, которые принимают решения касательно роста в компании. И классическое подлизывание и так далее, у кого-то это получается хорошо, и, соответственно, зачастую бывает то, что таких людей продвигают чаще. Но, опять же, зависит от компании, не всегда и не везде. Затем следующий минус – это потеря интеллектуальной собственности проделанной работы. То есть если ты сделал какой-то крупный проект, ты им гордишься, тебе его зачастую нельзя выкладывать в портфолио. Значит, все, что ты сделал, это уходит в собственность компании, и интеллектуальная собственность принадлежит им. Единственное, что ты можешь сделать, это упомянуть, что ты работал над этим проектом с этим клиентом, но показывать полностью детали проекта, выкладывать их в общий доступ, это уже не разрешается. Но бывают исключения, опять же, в студиях иногда разрешают, допустим, выложить проект внутри той же студии, то есть на сайте студии, где ты делаешь кейс и объясняешь, как делал работу, и авторство приписывается тебе, но внутри студии, то есть не просто ты сам сделал, а внутри студии. Вот это получается обычно с более гибкими студиями, которые поменьше, не такие крупные. У крупных студий намного сложнее бывает. Затем следующий минус – это иногда проект может быть сильно ограничен по срокам, что может сказаться на качестве конечного продукта. Опять же, сроки чаще всего бывают довольно-таки сжатыми. Студия пытается максимальную выгоду для себя выжать из ресурсов, то есть получается, что чем больше новых клиентов, новых проектов за меньший
промежуток времени, тем более выгодно для самой студии, поэтому, конечно, они пытаются, чтобы это не ударило по их репутации, пытаются как-то держать планку, но это несравнимо, мне кажется, с подходом, когда дизайнеры работают на одну компанию долгое время, потому что в таком случае уже больше вовлеченность и больше возможности делать какие-то, как бы тестировать какие-то идеи, что-то новое придумывать. В случае же, когда проект ограничен по срокам, то приходится использовать, иногда приходится более типовые решения использовать для того, чтобы побыстрее закрыть проект, когда дедлайн уже скоро. Ну, опять же, если бюджет и сроки на хорошем уровне, то это может быть даже лучше, чем команда внутри компании, потому что агентство, оно порой приносит более интересные, более инновационные решения, основываясь на том опыте, на большом опыте работы с крупными клиентами и с большим количеством клиентов. Вот. Затем это может также сказаться не только на качестве продукта, но и на балансе личной жизни и работы. То есть баланс свободного времени может нарушиться, потому что время, отведенное с 9 до 6, может уже перейти за границы. Ты можешь работать поздно вечером, пытаясь закрыть этот проект. Поэтому вот это самая, наверное, частая история с этими агентствами, то, что людей заставляют работать допоздна. У меня, в моем случае, это все нормально в плане того, что не заставляют там работать допоздна. Но очень часто, особенно в Дубае, слышишь истории, когда люди каждый день там, не позднее 8 уходят с работы, и уходить там вовремя это считается неприлично. У меня была история с предыдущим агентством, где как раз-таки это не международное агентство было, но здесь как бы дубайское. И я уходил в 6:20, и это считалось неприличным для них, но я все равно уходил, потому что я думаю, что по контракту то, что оговорено, нужно соблюдать, а также если есть какой-то срочный проект и когда-то что-то нужно доделать, то это вопросов нет, можно остаться. Но когда это переходит уже в каждодневную рутину, то это уже неправильно. Затем еще из минусов, последний, это, наверное, офисный кринж, так называемый. Иногда пытаются организовать какие-то мероприятия для улучшения как бы связи между сотрудниками, для того, чтобы они узнали лучше друг друга и так далее, и пытаются какие-то мероприятия организовать, где нужно что-то делать там или что-то как-то веселиться в кавычках и так далее. И, естественно, я обычно на такие мероприятия не хожу, но это также сказывается на том, что для них это важно. То есть они считают это чуть ли не самым важным делом, чтобы люди были
как бы соответствовали их культурным рамкам, и эти культурные рамки они ставят, исходя из своих каких-то убеждений или каких-то, ну, я думаю, это связано вообще большое количество студий, они имеют какой-то культурный международный код поведения, и этот код не только поведение, а именно присутствие на мероприятиях каких-то. И если ты не хочешь в этом вообще быть замешан, то никаких проблем нет, но все-таки это как бы сказывается на их отношении к тебе. Вот. Но все эти моменты можно нивелировать, все эти моменты можно как-то к этому гибко подходить, но это тоже один из минусов. Сегодня у нас онлайн никто не подключился, но думаю, потом просмотр будет после эфира. Если все-таки какие-то вопросы будут, можете оставить уже в комментариях не под лайв-видео, а под самим видео в YouTube. Я думаю, на этом тогда стоит завершить, так как вопросов нет, так как никто не смотрит. Всем хорошего дня. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.